Сегодня мы находимся в Акмолинской области, в курортном городке Боровое. Решили посмотреть. И сейчас на данный момент мы находимся на ставке Аблайхана, хан казахского ханства, примерно в 1760-х годах. Ну, я могу ошибаться, но примерная дата такая. С моими друзьями из Сингапура. Еркин ага есть с нами. И все решили погулять. Выходные у нас, отдыхаем сегодня. Давайте посмотрим, что здесь есть. How are you? Good. Very good. Cobra. Ну вот, посмотрели ставку Аблайхана. Теперь вот собираемся на Джумбактас. Джумбактас на русском загадочный камень на середине озера Бурабай. Ну, в общем, туда поедем сейчас. He's my good coach. Love him like a brother. Hi. Hi. Мы все посмотрели, пофоткались. Теперь туда пойдем вниз, посмотреть на Джумбактас. Все, пойдемте. Джошуа и Тена первый раз вступают на лед. Посмотрим на их реакцию. Тена. Иди сюда, Лен. Посмотри. Походи. Толстый лед. Вон рыбы даже плавают. This is my first time on frozen river. Good. It's solid. There's a fish underneath. Вот как видите, мы уже подходим на Джумбактас. Таинственный, загадочный камень посередине озера. Со стороны кажется небольшим, но как подойти, внушительные размеры. Очень огромные камни, как будто вы их сложили. Какая была цель у тебя этой поездки? Ну, показать наши достопримечательности. Казахстан показать, такие места красивые, что не только они приедут в Астану, смотрят. Левый берег только у нас есть, чтобы не думали, что в Казахстане ничего нету, кроме нашей столицы.
И по возможности вот так вот будем показывать. В следующий раз хочу приехать, говорит, и в мой родной край хотим съездить, Ускаман. И дальше больше по желанию посмотрим. А так сегодня у нас наша цель сегодняшняя посетить Бурабай. Что хотел бы сказать вот по поводу наших гостей, которые приехали из Сингапура. Ну, они спортсмены, любители армрестлинга. Вот Джошуа уже второй раз приезжает к нам в Казахстан, в Астану, именно в зимнее время. Ну, этим он проявляет свое уважение к нашему Казахстану, к нашим спортсменам и в частности к Алижану Муратову. Проявляет свое уважение искренне, является его фанатом. Привез с собой еще товарища, приехали вдвоем. Они сейчас совместно проводят тренировки здесь, в Астане. Ну и мы как бы в свободное время между занятиями, между тренировками привезли сюда, наш самый, одно из самых красивых мест Казахстана, я считаю. Это на озеро Боровое, Курчатау. Ну, показываем наши достопримечательности, показываем, что такое Казахстан, ну, показываем свое гостеприимство. Ну, не на словах, а на деле. Ирики, а вы сами не планируете спортзал открыть? Но если такая возможность сейчас будет, можно было бы специализированный зал такой открыть бы, специализированный чисто для рестлинга, для тех лиц с ограниченными возможностями, которые сейчас, допустим, ну, находятся дома, в силу каких-то обстоятельств не могут заниматься определенными видами спорта, допустим, плаванием не могут заниматься или еще какими-то, допустим, видами спорта, допустим, то, что не... А в армрестлинг это можно прийти всем, начиная там с 15-14 лет, допустим, если человек, допустим, даже и находится в коляске, допустим, если, допустим, у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом, проблемы со слухом, проблемы со зрением, любой человек может заниматься этим видом спорта. То есть это не то, что стать ему великим спортсменом или чемпионом там, мира, просто он будет свое здоровье поддерживать, занимаясь этим видом спорта. Я считаю, что он доступен для всех. Хорошо, спасибо большое, Ирике. Желаем вам удачи. Спасибо большое.